Тема сегодняшнего урока – основные понятия кинематики, инвариантные относительные величины и принцип относительности. Так как в 9 классе кинематику проходили, сегодня мы с вами проведем некоторые повторения. Основные понятия – это понятие материальной точки. Значит, что такое материальные точки? Это тело, размерами которого в данном случае можно пренебречь. То есть, когда размеры тела гораздо меньше, чем расстояние, на котором его рассматривают. Дальше. Система отсчета. Система отсчета в себя включает точку отсчета, прибор для измерения времени и система координат. И основные величины – это ускорение, скорость и перемещение, пройденный путь и перемещение. Чем отличается пройденный путь от перемещения? Пройденный путь – это длина траектории, выраженная в метрах. Перемещение – это вектор, соединяющий начальное и конечное положение тела. Ну вот теперь давайте вспомним основные формулы. Значит, что такое ускорение? Ускорение – это отношение изменения скорости. Я вот так запишу v2 минус v1 к промежутку времени, в течение которого данное изменение скорости произошло. Из этой формулы можно вывести формулу скорости в любой момент времени. Это начальная скорость плюс ускорение умножить на время. Ну, перемещение теперь. Значит, перемещение это в скалярной форме запишу v1 плюс v2 плюс v1 делить на 2 и умножить на время. Вот одна формула. Следующая формула перемещения это v нулевое t плюс at в квадрате делить на 2. И еще формула одна перемещение. Значит, s равно v второе в квадрате минус v первое в квадрате делить на 2a. Вот основные формулы, которые используются в кинематике. Ну и можно сразу записать формулу координаты. Значит, стандартная формула это x нулевое плюс s. Вот s распишем вот с учетом переменной времени x нулевое плюс v нулевое t плюс at в квадрате пополам. Так, плюс at в квадрате делить на 2. Ну, с точки зрения физики, вот эту вот формулу расписывают следующим образом. Точнее, определяет начальная координата, начальная скорость, ускорение и время переменной. То есть, время меняется и меняется координата тела. Например, x равно 100 плюс 2t плюс 2t в квадрате. Вот уравнение координаты. Здесь сразу расписываем, ну, с точки зрения физики все это мы делаем. X нулевое равно 100 метров. Начальная координата. Дальше начальная скорость v нулевое равно 2 метра в секунду. И ускорение у нас равно 4 метра в секунду за секунду. Вот это вот, как читаем единицы измерения ускорения метров в секунду за секунду, как раз в этом кроется физический смысл ускорения. Что означает 4, точнее, извиняюсь, метра в секунду за секунду? Это означает, что за каждую секунду движения скорость тела увеличивается на 4 метра в секунду. Поэтому и читаем 4 метра в секунду за секунду. В этом и есть физический смысл. Вот теперь то же самое можно проделать с точки зрения математики. Для этого введем небольшое такое начало. Что такое производная? Что такое производная? Ну, производная обычно обозначается, например, переменной x', что означает производная. Значит, производная функции – это понятие
дифференциального исчисления, которое показывает скорость изменения функции. Посмотрите, что получается. Ускорение показывает скорость, но может быть не очень красиво, говорит скорость изменения скорости, быстроту изменения скорости. Как за единицу времени изменяется скорость. Это показывает ускорение. Вот для этого введем, значит, пусть c какая-то, это константа. Константа, постоянная величина. Так вот, производная постоянной c' равна нулю. Если переменная в первой степени, например, 2х', штрихом обозначается производная. Переменная в первой степени дает производную равную единице. То есть производная 2х будет равна 2. Будет равна 2. Если это степенная функция, например, а в степени n, производная будет n умножить на а, и показатель степени меняется на единицу. Штрих здесь. n минус единица. К примеру, если, вот такой пример можно привести, пусть будет, ну что у нас будет, а в квадрате. Производная будет равна 2а. Ну вот это не все, конечно, формулы производной, но это позволяет в некотором случае некоторые физические задачи гораздо проще решать. Вот давайте возьмем вот это вот уравнение, запишем его. Х равно 100 плюс 2t плюс 2t в квадрате. Вот здесь мы разобрали все это с точки зрения физики. Ну, как обычно в 9 классе на физике. Теперь, что такое скорость? Это первая производная, координаты по времени, x'. Теперь берем производную. 100 у нас постоянная величина. Производная постоянная равна нулю. Я полностью просто запишу 0. Дальше t в первой степени, значит единички, плюс 2 умножить на 1, это будет 2. Плюс 4t. Вот мы получили формулу скорости. Посмотрите внимательно. Ну, без вот этого нолика запишем. Значит, v равно, это 2 плюс 4t. Вот. Теперь сюда обращаем внимание. v нулевое 2 метра в секунду. Вот оно, пожалуйста, получили. Ускорение 4 метра в секунду за секунду. Но чтобы было понятно, рядом я вот так напишу в общем виде. Это v нулевое плюс at. Вот теперь мы видим, что начальная скорость 2 метра в секунду, ускорение 4 метра в секунду за секунду. И еще один момент. Теперь ускорение. Значит, что такое ускорение? Это первая производная скорости. Вот теперь берем здесь производную, вот она, производная постоянная 0. Здесь t в первой степени плюс 4. То есть мы получили, смотрите, что ускорение равно 4 метра в секунду за секунду. Вот сюда обращаем внимание, то же самое. Разобрали с точки зрения физики и с точки зрения математики. Теперь смотрим. Инвариантные и относительные величины. Что такое инвариантные величины? Это величины, которые при переходе из одной системы отсчета в другую не изменяются. Например, масса, время. Они остаются постоянные. Относительные величины при переходе из одной системы в другую, они меняются. Например, движется поезд, человек сидит в поезде, относительно вагона он в покое, относительно перрона он движется. Теперь сам принцип относительности, который сформулировал Галилео Галилей. Все процессы в природе протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета. И еще один момент давайте рассмотрим. Пусть у нас имеется, рассматриваем движение вагона. Так, я вот так нарисую. Вагон движется вдоль перрона. Так, систему отсчета, связанную с перроном, назовем неподвижная система отсчета.
неподвижная система отсчета и систему отсчета, которая связана с движущимся вагоном, назовем подвижная система отсчета. И здесь пусть движется, да, скорость движения, ну, обозначим V и назовем V переносная. Переносная. Так как вагон у нас движется, это подвижная система отсчета. И пусть здесь идет вот такой вот человечек со скоростью V, назовем ее V относительная. V относительно. Вот теперь смотрите, чтобы определить скорость человека относительно перрона, назовем ее абсолютная скорость. V абсолютная равна V относительная плюс V переносная. Переносная. Вот. И читается так определение. Скорость тела относительно неподвижной системы отсчета равна скорости тела относительно подвижной системы отсчета и скорости самой подвижной системы отсчета относительно неподвижной. И вот мы получили такую формулу, что V абсолютная равна V относительная плюс V переносная.